Ассаламу алейкум. В эфире программа «Неделя». В студии Ислам Ершов, и вот о чем расскажем вам сегодня. В Чеченской Республике начался сбор озимых культур. Старт уборочной кампании дал Рамзан Хаджи Кадыров. Уникальная архитектура и большие возможности. В Грозном началось строительство нового международного терминала «Аэропорт Грозный» имени Ахмата Хаджи Кадырова. Новый водопровод, дороги и капитальный ремонт соцобъектов. В Биное глава региона обсудил вопросы развития Ножаюртовского района. Внутренний туризм, развитие, основной акцент делает. Глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров вместе с соратниками совершил джума-намаз в мечети имени Хамзата, да будет доволен им Аллах, дяди пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Пятничную проповедь прочитал богослов Адам Шахидов. شا غوتاديش تولم تلوش عني عير مواتشا شيدين تولوش والشون شيدين غديش والشون دالين شاغويس ويديلير تولم ويبيش دلاحا ديل دين غديش ويدعدو لخشدوي دالج اغوين اخوين والله ويمحكح ويتغن زامنقح الله داله وين قوش مداقنا اقا ديل دين غديش ويدعدو لخشميلدو ديل دين تولوش ويغوديش تعدو لخش ميلدو إديل دين مصري الله دالا ويقول إيش مبو ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم طولا ما باتحون مسو هم أنت تل مسو هم أنت نسقوش وشوالج سلاح وشوالج الله ديل ربهم قال عقيدة إتيشر إيمان دولش بوسو بستقى شيء داخل دواح حانا الله ديل وقتنت. По завершении проповеди прозвучал призыв на молитву. Верующие выстроились в ряды и совершили намаз. Пребывание в мечети завершилось восхвалением Всевышнего. В Чеченской Республике отметили день рождения выдающегося религиозного деятеля шейха Иласхани, да будет возвышена его святость. В этот день не остался в стороне и глава региона. Вместе с соратниками, богословами и внуками Ахмата Хаджи Кадырова он посетил святыни. Вместе они совершили молитвы и прочитали дуа, прося милости у Всевышнего. Подробнее расскажет Абдулла Батаев. Зиярат Хеди, матери шейха Иласхани, да будет возвышена его святость, считается одним из самых почитаемых мест в Чеченской Республике. В день 210-летия со дня рождения Авлия сюда приехал глава региона вместе с богословами и внуками Ахмата Хаджи Кадырова, Ахмадом, Эли и Адамом. Здесь они совершили молитву и сделали дуа. В село Эртана приезжает большое количество мусульман с разных уголков страны и не только. Глава республики тепло пообщался с паломниками. Также глава республики вместе с соратниками побывал у святого источника Моусаран-Шоуда, который считается целебным. После этого они направились в село Илсханюрт. Здесь место, где родился шейх Иласхани, да будет возвышена его святость, и уединялся. Также рядом со святыней есть тутовое дерево, которое посадил сам Авлия. Рамзан Хаджи Кадыров рассказал историю о своем дедушке Неси Байсултанове, который работал сторожем. كده نح شبايد شاش يبقى زور واحد بايد بس على نكسن الشديد دعوت يحكوا شبايد بشون لحظة كده
تندي وانا وشاتي ستورج بلدون ستورج موارد لازم يو حاول وعي اللي شبه وعي اللي شبه سودت اللي تقدر حاجات شيء حاجه بلع اللي بعد حاجه فوق فوق هذا اللي جاي لا تعوش سودت حاجه شبه. Также глава республики пообщался с местными жителями, которые поздравили его с посещением святых земель Мекки и Медины. دل شوي شفاعت وشوي مسانا إيه تبغى يلا خدال أبل ده. دل مصر ويا حكويت. مكشله هذا. دكتور ده. أنا هذا. ديك أنا أمان. دل خات صنم بلا رزي بوش قول خرنا أصلي بوش. تكن ليلر يخد قلش دشن قلش سسد كيتم بوشك. تو يخرى هر تبنا أصلي تقول يلر ما دوتهم دال دش غدوك على دور سندرتون دور ونقشش إبال بسن شانا أحبوه تصبوه دعون نقش كدولش ريلقة ويزدن قليت شي دعون دين الليت دال دديش دول شكر تعاد دوغاسيتوش أنا عين دال يهوي بنقية تبوختان وين دلك دلقية تبوختان Глава республики побывал и на возвышенности Гайрахорт, рядом с селом Илсханюрт. Здесь шейх Иласхани также уединялся и проводил время в поклонении Всевышнему. В завершении своей поездки Рамзан Хаджи Кадыров побывал в месте, где шейх Иласханида будет возвышена его святость, пас овец и занимался пчеловодством. В тот же вечер мюриды великого Авлия совершили коллективный зикр в доме главы Чеченской Республики. В нем принял участие и сам Рамзан Хаджи Кадыров. Глава региона вручил орден Кадырова богослову Магомеду Хитанаеву и отметил его большой вклад в специальной военной операции на Украине. Hok mama daar boos aan, hok haar 36 dan, gore, jurti, dat niet pas ook hayak met haar 36. Siga moest met dat dan, mama dat zei ze dan, hoor ik op traag. Hier moest best. Daar kan doe goed din Dutch boos naar iemand in de lucht dan. Doe ook als je gaat dan op die staan, mama het allemaal weer dan, je bent moet dat boos. Zes hok haar dan, zo aan. Deel dat je hok er din daar weer maar is dan. Ik zou je moeten willen doen, maar مثلا يرجع عم بودون أردن كده يرضى بيرجع يأكل هذا على يقوي مثلا. ده خليه ما عنده. تيجي هيك كده مثلا هشدو. ذاك طبعا حجنين شادين عدونا. ما شاء الله. حاجي بوطن. كوب الدين دون دارو دين دير ماسك صوت وردون. بودون. Магомед Хитанаев поблагодарил главу республики за оказанное доверие и всестороннее внимание, уделяемое всем, кто участвует в спецоперации. Абдулла Батаев, Аслан Исхаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Неделя. В республике началась уборочная кампания озимых культур. Старт сбору урожая дал Рамзан Хаджи Кадыров на сельхозугодиях в Шали. Между тем в Аргуне строится современный элеватор на 50 тысяч тонн зерна и агропарк. Здесь также побывал глава региона, который ознакомился с ходом работ. Сюжет Седы Хасиевой. Озимыми культурами в республике засеяно более 176 тысяч гектаров. С каждым годом урожайность все выше. Сейчас она составляет около 30 центнеров с гектара. Почти около 80 гектаров. Общий хакиешек 176 гектаров озимых культур. На сегодняшний день 29,3 центнера. По сравнению с прошлого года, рост 26,7 мер. Урожайность тоже лахарвою.
Ой, это комбайн, помогар за бобешу. Hindi уже قيت اتسوق бош. Хумдо комбайн قيت اخر езер бош. Hindi شو ده ملا حوشر за حاجة на следующее начало года уже яйца кетчем бешло да мула. А так цайл более что цацалочки по 50-55 центнеров юлш метр по 60. Топ 63. Сев за руль нового комбайна, Рамзан Хаджикадыров дал старт уборочной кампании на территории сельскохозяйственных угодий города Шали. Глава региона лично оценил условия работы комбайнера. К началу нового года планируется приобрести еще партию машин. Комбайн шамую. Далее глава региона отправился к месту строительства нового зернохранилища в городе Аргуне. Оно рассчитано на 50 тысяч тонн и займет территорию более 2,5 гектаров. Также будет выполнять функции по приемке, сушке, хранению и отгрузке зерна. И на этой неделе уже первые части элеватора должны отгрузиться уже здесь быть. То через 2 недели здесь бетонные работы начнутся, и на 3-ю неделю уже монтажем будут. Они делают бочки, да, лего, то здесь мы дальше собираем сами. В будущем здесь возведут целый агропарк. В него войдут оптово-распределительный продовольственный центр с большим грузооборотом и мукомольное предприятие. Глава региона отметил, что все работы необходимо проводить качественно и в срок. Седа Хасиева, Адам Яхьяев, Джабраил Синеев. При поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Неделя». В столице Чеченской Республики началось строительство нового международного терминала «Аэропорт Грозный» имени Ахмата Хаджи Кадырова. В торжественной церемонии принял участие глава региона. Уважаемые гости, дорогие друзья, я всех приветствую вас. Замысел чтобы построить новый терминал и новую полосу. Долго мы обсуждали, долго вели переговоры с федеральным центром, но в конце концов решили, что нужно строить обязательно в Чеченской Республике, в городе Грозном, новый аэропорт со всеми условиями. Вместе с генеральным директором телерадиокомпании «Путь» Адамом Шахидовым они заложили капсулу с посланием для будущих поколений. Глава Чеченской Республики провел расширенное совещание с правительством. Обсудили достигнутые показатели в рамках реализации указов президента страны, а также предстоящие задачи. На встрече наградили и тех, кто внес особый вклад в проведение спецоперации на Украине. Подробнее расскажем в следующем сюжете. Начиная встречу, Рамзан Хаджикадыров рассказал о том, как проходит исполнение указа президента страны. Он отметил, что в предыдущем году Чеченская Республика стала лидером по итогам оценки эффективности деятельности высшего должностного лица и органов исполнительной власти. عمل عبادة قبل دول دال وليلش شيء داخلي تويل شيء дачу гена доглой. Нашей республики решаются задачи регионального развития в рамках безусловной реализации указов президента Российской Федерации. Подведены итоги реализации указов президента по оценке эффективности деятельности глав регионов и органов власти за прошедший год. Перечень показателей для оценки утвержден указом президента России от 4 февраля 2021 года под номером 68. По показателю уровня доверия к власти и ряду социально-экономических показателей Чеченская Республика находится в числе лидеров в рейтинге регионов России. Это результат эффективной работы на пути Ахмат Хаджи по развитию социально-экономической сферы, увеличению благосостояния жителей. Также в республике ведется активная работа по исполнению поручений президента в рамках социальной дегазификации. Для этой задачи мы оперативно создали региональный штаб, который успешно функционирует. Рамзан Хаджикадыров заслушал доклад председателя правительства региона Муслима Хучиева по ряду обозначенных вопросов. Премьер-министр отметил, что высоких результатов в работе удается достичь благодаря высокому авторитету главы региона
федеральном центре. Подряд вот 19-20 год 2 места, 21 год 1 место. Среди 85 субъектов Российской Федерации тана yok показатели угуралга аматажда разут кобалдол сун беркатуиз сунир беркатуиз حلوة حسن بتشعبولش كمان في برتبوش بالبرية يح авторитетنا федеральным на международном уровне бахандолш это влияет и на отношения и исполнение просьб, обращений со стороны республики, в том числе на привлечение инвестиций в республику. Суна кабинет министров ЦРХ, он бокал даггер дейл рейс вальбаркал алер за ту поддержку, помощь, которую оказывается вами и благодаря вашему авторитету и со стороны федерального центра. И бахандолштан уграл показатель, что вы дал молакида, а ты дандикаш коштеш болба не такой. Рамзан Хаджи Кадыров благодарит Кабинет министров за плодотворную работу. Он отметил, что благодаря грамотным и слаженным действиям регионального правительства республика поощрена миллиардом рублей. Эти средства будут вложены в ее развитие. Показатель, что она первый метаду, второй метаду, третий метаду, пятерки из-за этого мы получили финансовую поддержку, бюджет почти миллиард рублей извоен подспорили, дальше правительственно Балдик Барбан дополнительно миллиард рублей около из сумма саначу Баркалдейра из Глара, особенно и показатель, что достичен цадинек дохук из миллиард доку вопрос закрыт рудой, первый необходимый что приоритетный О поручениях федерального центра, направленных в адрес органов власти, рассказал руководитель администрации главы правительства Чеченской Республики Галас Таймасханов. Перечень поручений о реализации указа президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 года за номером 68. Первое. Органам исполнительной власти Чеченской Республики, ответственным координатором по реализации показателей оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случае наличия рисков недостижения в 2022 году подготовить и внести в установленном порядке в правительство Чеченской Республики проекты писем в адрес Комиссии Государственного Совета Российской Федерации по соответствующим направлениям. Срок до 20 июля. Министерству финансов Чеченской Республики рассмотреть возможность индексации заработной платы работников бюджетной сферы и повышения заработной платы государственных гражданских служащих Чеченской Республики. Срок до 22 июля текущего года. Поручить органам исполнительной власти Чеченской Республики и рекомендовать органам местного самоуправления Чеченской Республики обеспечить предоставление в территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Чеченской Республике субъектами статистического наблюдения сведений об объемах инвестиций в установленные сроки. Срок на постоянной основе. По поручению, поэтому 68-му указу Рамзан Ачкевич. На встрече глава региона отметил весомый вклад чеченских силовиков в специальной военной операции на Украине. Также Рамзан Хаджи рассказал о деятельности регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. Благотворительная организация направила в ЛНР и ДНР 15 тысяч тонн продуктов и медикаментов. Отметил глава республики и работу, проделанную начальником управления УГИБДД Идрисом Черхиговым, мэром Грозного Хасмагомедом Кадыровым и министром по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым. Украина дала спецоперацию, Цигада луч, самые сложные точки, вечер, дахит, тем лучше, доказать, идейно, за Россию, за религию, за Чеченскую Республику, именно благодаря, в первую очередь, вы подозреваете, Луганск, Санина, Цигада, почти 15 тысяч тонн гуманитарной помощи из Массара лучше تعاول فيدير شيء متسو قوي تقول كذا سينس خصبا ما مرجور ده هون يوقي وزمون شيات إنز وحلاش مسارة حلاش بين شو لا دغبوا بين خصبا مستسلم
добровольчий тяхир и дон форум хлще дега реши денег да ачадок что وضع ناوس الديز ولا ديز بوش يعاول دين عبوزت يعاول واس ما دسون تعهم قال ديش دوتش هرچق دقنان دون باشه دانه سوگوان دا لیرش بول دان آمد دان زیلاز وروز دان استوان باچ مت دان دوانه دست دان و دست دان تیگه شیسین دان جورنالیست دان سمی دان سوسیال شبال بلوگر و دنیا ملو پچ حلقه و دیش دیگ دانه سند عدو چیش دان بوسال دین ویلر دیشکلری پچ حلقه دیشکلری دانه دین عبوساق عیوکش دان انت إدريس دون نشان جاي وداس دون سعودي دو داس دون أسبوع داس دون انت خيشي قات وعلى سبوع سوق خيشي قات خلال داس دون نسام مدير داس دون إبراهيم عبد الكريم داش دون وهو داس دون هو دونه بين بول دين عبوسات قات ساعتون بيت دين عبوسات قات وان بيت ساعة يقدر قداس دعبيش بوش دونه بيرو دون مسيس الدواء دون وبشي دون هو دي الصحو شيء سيستم عنيس دون بالاجين يوش دون ده يوصل على سيستم عنيس جمع بارد دون بوابها عودس دون. Рамзан Хаджикадыров также прокомментировал абсурдное предложение Верховной Рады Украины признать независимость так называемой Ичкерии. Кадырова заставили отказаться от Чечни, дон в Раде признают независимость Ичкерии дон. Украина независимость признает Ичкерии. Ичкерии дона умару докс даяка духа маюдас. Шекият син бух син даякана Эмират Кавказа. Колако даякана Ичкерии давно не существует. Потом Эмират Кавказа тоже не существует. Игл Люэлдон. Игл тоже не существует. Это все в прошлом, на ветру, положении. Рамзан Хаджикадыров поручает усилить активность в медийном пространстве и доносить до людей правдивую информацию о специальной военной операции на Украине. Но в последнее время активность есть. Каждое министерство ведомств активность очень будет он любой войдицу, мы дай бус один алятидицу, мы давай хатчинг, давай хунду, почему да чеченцы, мусульмане участвуют да на спецоперации да на Украине, потому что мы граждане России да. Если нам разрешают молиться, строить мечети да, ой дэх пашалка да, ой Коран чуабок, мы обязаны защитить это государство да, и этого руководителя президента да. Рамзан Хаджикадыров высоко оценил работу оперштаба Чеченской Республики по проведению специальной военной операции на территории Донбасса и Украины. Благодаря его скоординированным действиям бойцы из Чеченской Республики обеспечены лучшими условиями для выполнения оперативно-боевых, гуманитарных задач и по тыловому обеспечению. Оперативный штаб его правильно руководитель по спецоперации Украины, вы должны военные декар почте штаб больше свой борт патриот лорд начальник штаба دكو دونه قاهر دستانه دقا وی دانه قاهر بانداشه وی بیش تعم ویش سال دستان یا مالات ادوها دان عطوا بتر ما مسما دان ویش دارم обеспечить дадел дастан тил сал جيد لام بدرش باتنا. Завершая встречу, глава Чеченской Республики наградил руководителей министерств и ведомств, которые внесли весомый вклад при проведении спецоперации на Украине. Указ главы Чеченской Республики за активное участие в оказании благотворительной помощи и содействие укреплению целостности Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики награждаются медалью за заслуги перед Чеченской Республикой Эдилов Абдулкарим Халидович, заместитель председателя правительства Чеченской Республики. Награждается медалью защитнику Чеченской Республики Кадыров Хасмагомед Шахмамедович, мэр города Грозного. Присваивается почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Чеченской Республики» Закриеву Якубу Салмановичу, заместителю председателя правительства Чеченской Республики, министру сельского хозяйства Чеченской Республики. Присваивается почетное звание «Заслуженный юрист Чеченской Республики» майору полиции Черхигову Идрису Рамзановичу, начальнику управления ГИБДД МВД по Чеченской Республике.
Благодарственным письмом главы Чеченской Республики награждаются Тумхаджиев Иса Абубакарович, первый заместитель председателя правительства Чеченской Республики. Награждается Висмурадов Абузаид Жандарович, заместитель председателя правительства Чеченской Республики. Награждается генерал-майор полиции Ирисханов Аслан Салманович, заместитель министра внутренних дел по Чеченской Республике, начальник полиции. Благодарственным письмом главы Чеченской Республики награждается Дудаев Ахмед Махмудович, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации. В завершении встречи глава региона пожелал всем удачи и дальнейших успехов. Абдулла Батаев, Аслан Исхаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Неделя. Состоялась встреча Рамзана Хаджи Кадырова с временно исполняющим обязанности начальника УФСИН по Чеченской Республике Ахмедом Адаевым. Обсудили исполнение поручения президента страны по расширению сети исправительных центров на 400 мест. Рассматривается и создание дополнительных мест для трудоустройства осужденных к принудительным работам. Создание рабочего места с художником, я поручение, это совместно было бы. С тех пор, что он кратко поручение выполнил, что он доложительно. Уважаемый Рамзан Ахматович, разрешите доложить вам о ходе исполнения вашего указания в рамках реализации поручения президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. От 29 ноября 2021 года расширение сети исправительных центров на 400 мест и создание дополнительных рабочих мест для трудоустройства осужденных к принудительным работам на территории Чеченской Республики в 2022 году. На территории Чеченской Республики создан, функционирует федеральное казенное учреждение «Исправительный центр номер 1» в Всероссии по Чеченской Республике с лимитом на 200 мест, 180 мужчин и на 20 женщин. Дислокации Чеченская Республика, город Грозный. На сегодняшний день в нашем учреждении состоят на учете 169 человек, из них 14 женщин. Трудоустроено 158, что в процентности на сегодняшний день показатель за 90%. Благодаря вашему значительному вкладу и оказываемой поддержке уголовно-исполнительной системы Чеченской Республики, в настоящее время стало возможным расширение сети исправительных центров нашей республики на 400 мест, что является одним из важнейших направлений развития уголовно-исполнительной системы. Лидер субъекта отметил, что для осужденных обеспечены лучшие условия пребывания. Не поступало ни одной жалобы за неправомерное отношение к ним. Человека будет, кто совершил преступление, суд, ханок швегу, судить вещь швегу, направление республика, жалоба, по правам человека, Цюнга Масагавой, Диабол Бойч, буду хаусу, что я шлик был барри, общий язык корварды, чувак, конечно, понятие, что ёшна бубош, боли, да, смотрящий усу, вор усу, положение цубош, положение шубда, за республика, и ты помогает, чувак, арабон. Есть закон, есть правовое нормативное направление, которое все должны соблюдать. Рамзан Хаджи Кадыров провел совещание в высокогорном Биное. Говорили о развитии Нашаюртовского района. В первую очередь затронули вопрос прокладки водопровода. Помощник главы региона Ахмад Хататаев доложил, что все жители на время работ обеспечены питьевой водой. Также в районе проводится капитальный ремонт 10 школ. А по инициативе министра культуры Айшат Кадыровой обновляют 4 здания ДК. В первую очередь горный район, развитие Харьевщины и равнинных горной территории, части республики, вкладывать на войдас, инский проект, ведущая, наша, есть, наш особенно интересный проект, есть, админ, внутренний туризм, развитие, основной акцент едет, шесть долчах, уже глубинаш, оттуда уже узнаваемостью. Здесь же Рамзан Хаджи Кадыров навестил родителей братьев Чалаевых, Бену и Хаву.
Глава семейства рассказал, что внимательно следит за ходом специальной военной операции на Украине. Он горд, что его сын, командир специального полка полиции имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова Замит Чалаев, принимает в ней самое активное участие. После теплой беседы глава Чеченской Республики поблагодарил семью за любовь к отчизне и принял от Бено подарок – старинное турецкое ружье. Вайгар старый турецкий, охочу молхит юршу мятсон. Вай хохонс болин холитует ом, но вайн гез Байден кияхитон вайн цаха. Шорт долсду хер ишта амузею аха. Молх дозш тана угле вот. Байден ин йоцен. هذا كورين توابير ده سامو خلبوا أبوه هنا بلوش بعد هو عبد دشي دي إيش بلوش بعد بوه هنا أنت يبيش ماستر بام بعد سوي ده صار مزيج عدوان ويخزلات تولي ده. В селении Элин-Юрт Натеричного района провели масштабное торжество в честь праздника Идаль-Адха. Для детей и взрослых подготовили спортивные конкурсы, религиозные и интеллектуальные викторины и многое другое. Все для популяризации одного из важнейших мусульманских праздников. Репортаж Седы Хасиевой. С религиозного конкурса началось празднование Идаль-Адха. Детям задают вопросы о жизни пророка и содержании священного писания. Команде, получившей первое место, вручили призы. Я думаю, что этот конкурс дал мне мотивацию на следующий конкурс. И на следующем году, маша Аллах, мы займем первое место. Для села Элин-Юрт это первое событие такого масштаба. Инициативная группа где-то порядка 20 человек, может быть даже больше, собрались, решили организовать данное мероприятие для детей. Именно у нас цель – это популяризация праздника Курбан-Байрам. глава района Хамзат Хасановар шабер шадиана хаз ваха хойшан цана марзуяца дас баги اشتدوا شخينات أيوه شخينا وخشرها دال مولا мероприятие дагадут. Здесь больше 20 спортивных конкурсов от большой рогатки до конной езды. Помимо прочих игр, прямо на поле для детей организовали боулинг. Каждый желающий, независимо от возраста, может попробовать свои навыки. Но не у всех получается добиться положительного результата. Помимо гостей, участие в конкурсах принимают и сами организаторы. بوسرني праздник دوي خاي ترحمه تبيرش تاخد احسن وي ترحمه سندال ملاح ابا حندلشا اوخا غوشتات او حق دو قدوار قشره ايش طول ما تسنيس للاحره دال ملا يخشر اول اخر هردوار. Больше 4000 человек посетили торжество. По словам многих из них, событие объединило жителей и оставило хорошие воспоминания. Седа Хасиева, Адам Яхяев, Аслан Висхаев. Неделя. Масштабная благотворительная акция в честь мусульманского праздника Идаль-Адха также прошла в Урус-Мартане. Ее организовала инициативная группа добровольцев. Детей ожидали аттракционы, угощения и веселые конкурсы. Подробнее расскажет наш корреспондент. Покататься на каруселях, пострелять в тире или полакомиться разными вкусняшками. Сегодня этим ребятам можно все, а главное бесплатно. Благотворительная акция для детей в городе Урус-Мартане рассчитана на 3000 человек. سايت حاوي أنو قصة كتيرش تحقق أنو تحسون أو خزاخيت قزع سموك نيدو ساسان دقو إشتبيش دقو زا. Более 60 волонтеров следят за тем, чтобы все прошло хорошо. На каждой локации по 2-3 человека. قعيدني خزل دعوج اشتغوش كهت قوي قزيا. وي عالش مو يعني максимально бейш и само да это раю юқер безопасность юқер урбан динош бейшен
Акцию организовала инициативная группа добровольцев. Посетить праздничное событие смогли дети до 15 лет вместе с родителями. Организация «Дикюхаз оналдяш хаушбу» родитель что бешать о дикхаус ешма юши иштхажа масни харцанак хольцаца торштек. Да, дик организация юдерис хойлал удар царна дох баркалал удар. هو بيري تغنش أو سمو ديلان خوش بالوش داكن تونش أو خزخيتا. دالا دك دي أنشون. لا ديل ريس خيرشون. دالش سيدوال قشو مسيرة. Акцию провели в честь мусульманского праздника Ид аль-Адха. Помимо аттракционов и вкусностей, для детей провели различные конкурсы, в том числе и исламские. Абдулла Батаев, Адам Яхяев и Ислам Али Султанов. Неделя. В России может появиться исламский банкинг. Обсуждение идет на федеральном уровне. А в Великобритании мусульманка удостоена звания «Аспирантка года». Новости из мира мусульман в нашей традиционной рубрике «Умма». В скором времени Россия может узаконить исламский банкинг. Действие предполагает отсутствие процентных доходов. Подобные организации станут контролироваться Центробанком. Любая операция будет осуществляться согласно нормам ислама. Житель Кашмира записал священный Коран на бумаге длиной 500 метров. Таким действием был установлен мировой рекорд. На этот шедевр ушли месяцы. Он воссоздал исторический шрифт и пользовался специальными ручками. На данный момент мужчина профессионально занимается каллиграфией. В Великобритании мусульманка удостоена звания «Аспирантка года». Халима Али Шува, изучающая иммунологию на факультете биологии, медицины и здравоохранения, показала успехи в учебе и научной деятельности, став образцом для подражания среди студентов. В одной из крупных мечетей Новой Зеландии произошло ограбление. Инцидент случился в день празднования Ид аль-Адха. Неизвестные вынесли исламскую одежду и электронику. Лидер святыни крайне обеспокоен случившимся. Полиция обещает в кратчайшие сроки отыскать виновных. Состоялся официальный визит премьер-министра Греции в город Фракия. Целью послужило поздравление верующих с Ид аль-Адха. Несмотря на это, местные власти поставили запрет на праздничный намаз. Инцидент не единичен. Чиновники многократно ущемляют права мусульман без объяснения причин. На этом у меня все. Следите за актуальными новостями в нашем телеграм-канале. Об инновационных технологиях очищения организма от токсических веществ говорили на научной конференции в Грозном. Доклады охватили такие темы, как хронический и острый гемодиализ, также технологии лечебного плазмофереза. Процедура предназначена для очистки крови и возвращения ее обратно в кровоток. Для ее проведения используется аппарат, который сокращает длительность лечения от 1,5 месяцев до 1 недели. В Чеченской Республике технология применяется впервые. Процедура актуальна для пациентов с кардиологическими, неврологическими заболеваниями, аутоиммунными заболеваниями. И мы верим, что данные методики должны быть внедрены в каждом лечебном учреждении Чеченской Республики, а пациенты должны получать высокотехнологичную помощь. И на этом мы завершаем наш выпуск. Хороших вам новостей!